8:30 с утра. Температура где-то около 40 еще держится. А я бы на финише могу вас не поймать просто. Ну-ка. Поставил камеру на зарядку. Отправился на второй круг. Жарко, да? Рука мокрая вся. Можно я руку пожму вообще? Спасибо. Всем доброе утро. Сегодня у нас 14 декабря, суббота, 8:30 с утра. Температура где-то около 40 еще держится. Смотрите, какой кругом туман. Но сегодня обещают потепление днем до минус даже 29-30. На целых 10 градусов будет жара. Мы находимся с вами возле входа в Центральный парк культуры и отдыха города Якутск. Сегодня я познакомлюсь с очень интересными людьми. Хочу рассказать вам об одном движении, которое называется Паркран. Это международное движение. Суть в том, что люди каждую субботу бегают по паркам по 5 километров. В России оно появилось где-то в 2014 году. А так это США, Австралия, там Европа западная в основном, Южная Африка, Новая Зеландия. Вот многие страны участвуют в этом движении, то есть бегают по паркам. Это волонтерское движение. Его цель призвать людей к здоровому образу жизни, призвать к спорту. Вот Якутск не является исключением, вы представляете, сегодня минус 40, а для людей вообще нет никаких ограничений, даже до минус 50 люди бегают. И сегодня я к ним присоединюсь, тоже побегаю. Я пока не знаю, как это будет выглядеть. В моем случае, вчера я пробежался, конечно, километр по городу. Но я не знаю, как быть правильно одетым. Я одет, как вот я хожу по улице, но в принципе пробежался, ну, нормально. Познакомился с Кананчук Константином, он тут старший ивент-директор, я так понял. Вот сейчас у них 8:30 сбор, 8:45 все выбегают. Ну, как он мне сказал, пробежка занимает полчаса 40 минут. Взял на всякий случай вторую камеру, потому что я думаю, что вряд ли я прибегу одним из первых. Но мне хочется поснимать людей, которые финишируют. Как они будут выглядеть после продолжительного бега на минус 40. Смотрите, как красиво. До сих пор не могу привыкнуть к этому туману. Мне он очень нравится, такая особая атмосфера. Как мне вчера вот написали в комментариях, выходишь на улицу как в открытый космос. Это реально вот, ну, очень схожая аналогия. Блин, а где ребята-то все? Ладно, надеюсь, камера не умрет, потому что на морозе у меня камера умирает очень быстро. Это беда. Пока буду бежать, как-нибудь буду ее прятать под мышкой. Вот, оказывается, где-то здесь. Приветствую. Ты на паркране? Да. Ага. Спасибо. В общем, переодевайся все в здание. В тепле. Есть. Всем здрасте. Здрасте. А еще только народ подтягивается, да, я так понимаю? Я думаю, я смотрю, никого нет, думаю, где все. Рано еще, да? А вы пока волонтеры, да? Да. Там будет трасса, будет видно, куда бежать, да? Все это как-то так. А вы тоже побежите? Да, конечно, как же не бежать? Я, правда, еще не бегал. Давай, я покажу. Да. Вот мы находимся здесь, Ага. да? Стартуем раз. Это вот наша летняя, мы зимние трассы бегаем 2 круга сейчас. По прямой. Доброе утро, Константин, да? Правильно я узнал? Чуть-чуть, получается, не добегая вот шаман дерева нашего. Здесь разворот будет. И Ага. обратно бежим. И здесь на выходе Золото-Дворики. И на второй круг. А, то есть тут 2 круга, Да, чтобы 2 5 круга, километров да. получилось. Международное движение, оно силами волонтеров только. У нас есть система тайминга, секундомеры, сканер. Это же все оборудование, это да? все стоит где-то приличных денег. Плюс еще обучение. Да? Дорого, да? Да. Вот обычно раньше парки, когда грантов не было, все собирались на пожертвования. То есть мы вот решили, что у нас будет паркран, и там каждый Скидывались, да, чем могли? скидывались, да. Это раньше так было. Сейчас не требуется, да, уже? Это уже есть какие-то, да, Ну, средства если выделяются? есть текущий грант, да, на открытие, то да, ну мы-то уже открыты, нам деньги не нужны. А, Нам, то есть уже нам, всё, нам в да. текущей деятельности деньги как таковые По сути, особо так не как есть волонтеры, они позволяют как бы, ну, нужны. организовывать весь процесс, да? Мы чисто силами волонтеров. Вот ни я, никто ничего здесь ни за что не получил. Все направлено на призывать людей к здоровому образу жизни. Именно так. Да. Ну, вообще изначально это движение в Англии родилось. Сейчас
что-то около 3000 забегов по всему миру. 3000, да? Вижу. Ничего Вот себе. у нас 75 в России. Это мы, получается, сейчас одновременно в субботу всей толпой по Вот- всему вот миру прямо- собираемся, да? Прямо сейчас у нас в Австралии, Австралия по якутскому времени. По часовым поясам, чтобы, Да, да, по- было? да. Сколько в среднем людей бегает? Ну, зимой где-то порядка 20 человек, сейчас 25, от 25 до 40, летом у нас по 100 человек собирается. Ну, зимой понятно, конечно. Ну, понятно. А что за палочка нам эстафетная передается? Вот, кстати, вот Эстафетную говорит. палочку недавно придумали английские бегуны. Они решили там запустить некий челлендж. Соорудили некую палочку, снабдили GPS-чипом. Нам передал парк Петергофа. Сегодня Владислав придет, он должен нам. Петергофа? Да, Петерговского парка, да? в Петерговском Ага. парке есть паркран. Тоже вот Он в там. прошлом году открылся. Вот они нам передали эту палочку. Сегодня она должна приехать. Я удачно попал, представляете? Из Питера сегодня палочка к нам едет с Петерговского парка. Она я застану этот момент, да? Да, Питер, привет. Я Да. в питерских этих чатах выложу. Ага, здорово. Вот это все они посмотрят. Так что можешь своим землякам передавать привет. Там тоже много паркранов. А, вот это финишный коридор, да, сюда? Стартовый и финишный, да? Отсюда старт. Старт будет. Вот здесь, да? У Устраиваемся и нас стартуем. дистанция ровно 5000 метров. Колесом же все это вымерено, да? Специальный курвиметр есть, которым Мгм. это все вымеряется. Тут 5007 метров от нашей дистанции. Ага. И тут у каждого есть свой штрих-код, у меня тоже теперь есть Да, свой ну это штрих-код. личные данные, они Вот, закодированы написано вот даже в моя этих полосках. фамилия, имя, да? О, круто. Мгм. То есть на финише ты прибегаешь, получаешь финишный так называемый токен. Он с порядковым номером твоего финиша. Задубел И уже. Я здесь специально Холодно. вышел, я слишком тепло одет. А. для того, чтобы там- Пока стоим, на руки начали Да, ну, снимать. там с ребятами поговорить, что я один. 8 человек волонтеров, да, в команде? 8 организаторов. А, организаторов, да? Волонтеров-то сильно больше. Порядка 50-70. Попеременно мы руководим забегаем. Вот сегодня Сергей, потом будет Алексей, потом будет Марина, потом буду я. И вот у нас главного как такового нет. Некая коммуна. Ага. Здорово. Привет, Владислав. Доброе утро. Вот в Петергофу приехала эстафетная палочка. А, палочка приехала? Передаю. Серьезно? Да, иди ну-ка, там, ну-ка. передай Сергею. Кому? Вот. Торжественный момент. Сергей, Вот, люди собираются. Потихоньку. где-то там говорят, да? Итак, палочка на Санкт-Петербурга передается в Якутск. Ура! А куда дальше поедет она? Еще не решено? Кто-нибудь из другого города приедет. А, кто приедет, да? То есть это нет передадим. точного пути нет у нее, да? Она мигрирует. Я думал, есть маршрут там по городам. Оказывается, по гостям, да, кто приезжает. Когда гости забирают. Может, обратно в Питер увезти? Я еду на Новый год. У нас брифинг. Так, Приветствую вас на 79-м по счету мероприятии нашем. Давайте представлю нашу команду. Паркран организуется исключительно волонтерами. Все бесплатно. Сегодня на секундомере будет Марина Федулина и Ольга Уларова. Она позже проведет. Сканировать штрих-коды будет Константин Каланчук. Фотографировать будет Артем Топорков, он же Усмагов. аккуратнее с палочкой. Инструктаж новых участников провел Алексей Герасимов. Я руководитель сегодняшнего забега Сергей Степанов. И на этой неделе нас отметили городские власти, признали лучшей организацией в сфере спорта. Вручили такую вот статуэточку. Все это благодаря вам, бегунам и волонтерам, которые все это делают. Да, и Константин, он как праотец, Да, вот Ольга Уларова, наша основатель паркрана. Да. Все на выход. Сейчас. А я бы на финише могу вас не поймать просто. Ну-ка. Это вы просто прошли сейчас, да, еще? Да. Пешком до сюда. А сколько шли? 20 минут, да? Здорово бы вас, конечно, увидеть, когда вы прибежите. Надо догонять. Ну, вперед и с песней. Главное, чтобы камера меня не подвела. Пока нормально. Но это первые 30 секунд. Свет пропал. Ой. Последний, походу, бегу, да?
Тынь-тынь-тынь-тынь. Собачка с нами. Сейчас мы бежим с вами по парку аттракционов. Узкому. Кольцо обозрения, на которое так еще ни разу не добрался. Белка где-то здесь бегала. Успел снять, не успел. Уже убежала. Ладно. Частично будем снимать на телефон. Сейчас, может, камеру в помещение быстренько положу. Даже на морозе пауэрбэнк даже не помогает. Все, она когда умирает. Прошло сколько? 15 минут, блин. Это, конечно, беда. Поставил камеру на зарядку. Отправился на второй круг. Ну что, Миша, я мороженое лицо. Молодцы, ребята, красавчики! У нас Сергей Алексеев, тоже любитель бега минус 40. Не узнал. Это Ярослав. Не было 5 километров. Как ощущения? Хорошо, холодно, но интересно. Влад, привет. Все, как ощущения? Да, вообще прекрасно. За сколько пробежал? Никогда не думал, что буду минус 40 бегать. Первый раз такой температуру бежишь? Да, первый раз минус 40. До 35 максимум. Сейчас первый раз минус 40. 26 Отлично. Жарко, да? Рука мокрая вся. Так, ну что, финиш. Мы дошли. Вот сюда отмечать, да? Да. Как? Отлично. Древний манускрипт. Всех поздравляю с финишем успешным. Волонтеры, вот наши главные герои-организаторы. Нам не страшно, ничего. Пускай рука жмет. Ну тут да. Кто-то финиш пробежал. Не туда. Пойду поболтаю сам с собой. Здорово. Я удивлен, что я в последний раз бегал километра 3, наверное, и даже не помню, когда колледж. Давно так я сейчас нагружаю, делаю нагрузки физические, но именно альпинистские упражнения, там, по ступенькам наверх. А сейчас, конечно, ноги забились. Чувство будет болеть. А так, в принципе, я удивлен, что по ощущениям вообще ничего сложного. Я думал, как так, минус 40, морозяк и такой. В принципе, лицо прячешь, ты же дышишь, получается, внутри здесь, под маской. И, холодный воздух сильно в легкие не проникает. То есть это же важно, чтобы... Так-то я вспотел, конечно. Так что, кто первый раз об этом слышит, кто живет в Якутске, ребята, присоединяйтесь. Это очень здорово и веселая компания. Отличное настроение, заряд субботним утром, чтобы весь день прошел удачно. Мне сегодня еще работать. До 6 вечера еще на работу идти. А это на первом круге, да? А? Замерзло. Да, буквально вот я даже первый круг не добежал, там вот он от пик-пик и все. Причем я же не снимал в дороге, я несколько раз ее включил, 2-3 раза и так-то бежал. И все. Вот GoPro не держит нифига. Мороз. Минус 40 ничего не говорит. Минус 40 ничего, да? Логично. Ну что, все в сборе, все прибежали. Чаек, отогреваются, оттаивают тихоньку. Решил подержать в руках эстафетную палочку. Снимем оборудование. В принципе, секундомер да сканер, все, что нужно, да? То есть это он все данные сохраняет где-то у себя в памяти, да? Он в памяти сохраняет отсечки. с виду как брелок такой. Это обычный вроде бы стандартный сканер. Можно я тебя сканирую? Тик-тик. Все, оплачено. До свидания, все хорошо. То есть вы каждые выходные, да, получается, бегаете, да, все? Да, мы каждые выходные бегаем. И сколько, вы говорите, бегали вот на эти таежные дебри, да, называется? Да, таежные дебри, 5 этапов. А вот девочки бегали. Я бегала Сколько вы пробежали? Я бегала всего 2 этапа. Я бегала всего 2 этапа, а девочки вот бегали. Сколько километров бегали, расскажите? 25. 25.
Вот Александр бегал 55. 55, ничего себе. А можно ваш полностью показать? Ага. Лицо героя. Это здорово. Очень приятно. Вот, посмотрите, какие мужественные люди живут в Якутии. Да, таежные дебри надо обязательно посетить. Да, я не знал про эту штуку. Это вообще круто. Это именно якутское, да, движение? Именно по пересеченной местности, да, вот бег. Нет, это федерального уровня, да, но с якутского в основном бегают. И организатор Виктор Салтыков из Спиридонов Василий. Но это в Якутии, в Якутске же Да, все, да. в окрестностях Якутска, да, это все организуется? Ладно, все, до свидания, приятно было со всеми познакомиться. До свидания. Встретили ребят еще в парке, которые тоже, оказывается, бегают, но это что-то другое, да, у вас? У нас, да, посвящено 150 лет со дня наблюдения, полюс холода, город Верхоянск. И вот к этой дате мы сейчас будем бежать атлетический марафон экстремальный, 21 километр. Это сейчас у вас старт этого марафона, получается, да? Ничего себе, попали мы удачно. И я еще, сколько там, человек 20 где-то, девушки, мальчики, и я один инвалид. Вот. А, Сейчас да? будем пробовать себя. Ничего себе, вы, блин. А потом хотим снять все это и потом отправить на международку. Посмотрим на своих. У меня трансплантация почки. И сейчас спортсмены спортивные будут смотреть, как у нас в России, а в Якутии тоже спортом занимаются. Ага. Несмотря ни на что, да? Ничего себе. Блин, здорово. Можно я руку пожму вообще? Спасибо. А у вас сейчас какой-то старт где-то здесь будет, да? Ну вот мы опоздали, я показываю оператору. А, уже убежали, да? Ага. Ладно, удачи Всё, тогда. снял. Вот еще встретили Максима. Это вот ребята медали, да, готовятся? Кто Да, вот побежит? сейчас, получается, наши ветераны побежали на зимний кросс по парку. И вот ждем их, чтобы вручить вот эти медали в честь 150-летия начала замеров температуры в нашем районе и в честь 20-летия начала вот этих вот зимних кроссов в честь вот, Верхоянска, получается. Ну вот мы сейчас встретили одного как раз участника. Как его зовут? А то он мне интервью дал, я не спросил, как его. Гаврил Чемаханов. Он, получается, инвалид. И вот тоже вот поддерживает нашу инициативу и как бы пришел участвовать, получается. Гаврил как? Гаврил? Чемаханов. Чемаханов, да? Да, да. Здорово, вообще молодец. Активный общественный деятель, ну, помогает инвалидам, там, ну, в общем, видный человек. Активно, да, участие да. принимает. 21 километр они побежали. Да. Это где-то час, больше часа бежать. 2 часа, сказали. 2 часа, да? Да. Но я, к сожалению, не дождусь, надо на работу бежать. Да, там было бы очень такие заросшие инеем, были бы очень хорошие А кадры. фотографии будут, да? Я бы попросил бы эти кадры для себя, если можно. Если получится, я вам покажу этих ребят. Ну круто вообще. Ничего себе, сегодня столько Кстати, у меня мероприятий. тоже есть YouTube канал, знаешь, как называется? Эркин Эверсов. Эркин Эверсов, да? Да. А, вот ты мне не писал ничего там в комментариях? Как будто бы что-то такое было. Писал. Да? А, Да. привет, очень приятно. Да. Коллега, получается. Да. И этот тезка. И тезка еще, Ну, меня да. как бы Максим зовут, но вот творческий псевдоним у меня Эркин. А, это тоже же, да. Да, всё. да. Хороший псевдоним у нас, да? Да, Максим? ну как бы я же специально делал, чтобы искали тебя и даже нашли меня. А, так, да? Хитрец, Вот да? так, да. Так, ну у нас тут подведение итогов, оказывается, прям в режиме онлайн происходит. Это вы аппараты все подключаете к ноутбуку, да? Сразу же приступаем к обработке результатов. Чтобы не откладывать этот момент. Чтобы Я завтра знаю, что не такое откладывать да. на завтра. Да. Все круто, побегал. Очень понравилось, очень хорошие люди. Ну, в принципе, здесь везде так в Якутии. Вот где бы я не был, на каких-то таких вот мероприятиях подобного рода, туристических или что-то, то все люди такие добрые, приветливые, мне это очень нравится. И здоровый образ жизни, это круто, я очень рад, что я к нему пришел. Так, где-то такси мое приехало. Туман стоит, соответственно, 40 еще держится, ну, может быть, 39, 38. Фух. Так что тут не обманешь, визуально все видно. Сейчас домой приеду, покажу быстренько, в чем я одет. В принципе, я практически так же одеваюсь сейчас и когда хожу по улице. Шапка у меня тоненькая, есть вторая шапка потолще, вот такая. Но я ее что-то не стал одевать. Думаю, будет жарко, и тут еще вот у меня какое-то пятнышко, надо ее постирать. Балаклава моя, вот она, в принципе, на голову одевается, но я почему-то сейчас на голову не одеваю, только вот так. И, в принципе, достаточно вот этого, что ты дышишь. Дальше пуховик старенький у меня уже, конечно.
Все никак не могу какой-нибудь нормальный взять себе найти. Обычный пуховик, вот, ну, в Спортмастере покупал. Outventure, есть фирма такая. То есть, ну вот, пуховик. Флиска, в принципе, хожу я сейчас по улицам вот в одной вот этой флиске. Ну, такая поплотнее. А сейчас я бегать одел две потоньше. То есть одна вот такая. Ой. То есть две таких тоненьких флиски. И, в принципе, я вспотел, взмок, когда бежал. И футболка. Обувь. У меня ботинки. Я когда сюда вот ехал еще, я купил себе ботинки соломоновские. Они аж на целых минус 30 или минус 25 мороза держат. В общем, в них я, ну, за минут 15 ходьбы 20 уже начинаю мерзнуть, в принципе. Ну, вот смотря какие носки. Вот сейчас я делал такие поплотнее носки. Ну, то есть, если идешь, двигаешься нормально. Сейчас у меня вообще ноги не замерзли, пока бежал. Штаны здесь тоже у меня, в принципе, не зимние. То есть, я такой пирог одеваю на себя. Такие вот они. Вот тут флис такой тонкий внутри. И да все, они тоненькие. Потом джинсы, обычные джинсы. Я заметил, что они держат лучше, чем штаны. Ну и под ними термобелье. Ну а закончить ролик хочется на морозной ноте. Все-таки у нас о зиме на балконе. Вот мне очень понравилось. Я очень доволен, что присоединился к ребятам. Мне кто-то из моих зрителей посоветовал в комментариях, что вот есть такое движение, найди. Я нашел. И, в принципе, спасибо за совет. Если вы меня смотрите, я очень рад, что я ему последовал и что поснимал ребят. Ну, в принципе, это, ну, это спорт, это здоровье. Это очень важно, чтобы сейчас у нас в стране этого было все больше и больше. И я, на самом деле, вижу тенденцию к тому, что становится больше популяризации именно здорового образа жизни. Это для нашей страны очень важно. Потому что слишком сильно мы деградировали за 90-е годы. Надо это исправлять. Все, всем пока. Побегу я на работу.